Принятый в 2024 и 2025 годах законодательный комплекс, включающий закон Республики Абхазия о кадастре недвижимости и сопутствующие изменения в действующие нормативные и правовые акты, требует дополнительного времени для подготовки инфраструктуры органов государственной власти и участников соответствующих правоотношений к его полноценной реализации. Именно по этой причине члены парламентского комитета выступили с предложением отсрочить действие закона до 1 июля 2027 года. Ко мне, как руководителю комитета по государственно-правовой политике, как руководителю комитета, который курирует эту зону направления, скажем так, в Народном собрании, начало поступать огромное количество обращений, как от наших граждан, даже прежде всего от наших граждан, но помимо этого еще и специалистов совершенно разного профиля. Ну, это были, скажем так, можно назвать их заинтересованными, допустим, сотрудники БТИ, да, но это заинтересованные люди, естественно, в том, как будет работать данный закон. Помимо этого, обращались также совершенно не заинтересованные в том, чтобы этот закон был приостановлен, судьи, например, у которых появились новые проблемы, с которыми не могли разобраться, да, и не могли принимать решения по тем или иным вопросам. Очень часто звонили, просили дать какую-то конкретную информацию, будут ли изменения, что им делать, могут ли они пока приостановить находящиеся на рассмотрении в судах вопросы для того, чтобы именно в законодательном плане все вопросы были разрешены, у них не было проблем. Необходимость принятия представленного законопроекта обусловлена выявленным комплексом обстоятельств, препятствующих своевременному и полному исполнению некоторых пунктов закона о кадастре недвижимости. В их числе отсутствие подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок функционирования кадастровой системы, необходимость доработки нормативных правовых актов Кабмина и ведомственных актов органов государственной власти, неподготовленность технической и информационной инфраструктуры для реализации всех положений нового законодательства, необходимость создания и запуска единой информационной системы нотариата, являющейся важным элементом обмена сведениями в сфере государственной регистрации и кадастрового учета. Мы не останавливаем, мы всего лишь делаем отсрочку. Мы делали отсрочку полгода назад по их просьбе, и я знаю, у меня есть объективная информация о том, что и сегодня в правительстве разрабатывается проект изменений, который предполагает отсрочку некоторых положений этого закона не до 2027 года, как предлагаю я, а вплоть до 2029 года. Это информация подтвержденная. То есть я хочу сказать, что там тоже понимают, что есть определенные проблемы, с которыми нужно бороться и которые надо решить, и которых не получится решить с наскоку. Полномочный представитель главы государства в Народном собрании Дмитрий Шамба отметил, что мероприятия по созданию земельного кадастра впервые были включены в комплексный план социально-экономического развития еще в 2010 году. Кадастровая палата была создана в марте 2015 года. После этого была утверждена ведомственная трехлетняя программа по созданию кадастра недвижимости на 2015-2017 годы. Дмитрий Шамба добавил, что простая пролонгация введения закона в действие не решит проблему, необходимо внести изменения в текст. Если депутаты поддержат представленный законопроект в первом чтении и будет рассмотрение во втором чтении, я буду предлагать и просить депутатов поддержать поправки, чтобы мы не просто отложили законопроект, но в том числе в переходные положения включили нормы, которые позволили бы до его вступления в силу вносить изменения, которые позволят перейти к поэтапной реализации закона. Депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, представленный Даутом Хутабом. Затем состоялось комитетское заседание, на котором депутаты поддержали внесенные поправки администрации президента и направили законопроект на голосование во втором окончательном чтении. Только что на заседании комитета рассмотрели предложенную нами поправку. Суть данной поправки в том, чтобы помимо приостановления действия закона о кадастре, возобновить действие статьи 78, которая регламентирует переходные положения для вступления в закона в силу. В этой 78 статье прописан механизм реализации закона, то есть принятия всех подзаконных актов, которые необходимы для реализации. Также содержатся нормы, которые обязывают
уполномоченные органы, БТИ и другие структурные подразделения местных администраций передать информацию в кадастровую палату. И другое изменение предусматривает о том, что не происходит простое отложение законопроекта, вступление его в силу, что в этот период депутаты дают возможность исполнительной власти подготавливать изменения, совершенствовать действующий закон о кадастре недвижимости, предлагать для внесения в закон изменения, которые будут предусматривать его поэтапную реализацию. Я очень рад, что эта поправка поступила. Ну, во-первых, мне кажется, мы тем самым, принимая эту поправку, мы еще и подтверждаем, что мы на самом деле не отказываемся ни в коем случае от работы закона о кадастре недвижимости. Мы просто хотим, чтобы были внесены определенные изменения, которые позволят закону работать так, как он задуман на самом деле. В итоге парламент Абхазии принял поправки в закон о кадастре, предложенные администрацией президента во втором и окончательном чтении. Депутат Тимур Бея предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, после чего было принято решение продлить мораторий на перевод земель сельхозназначения в другие категории до 1 июля 2026 года. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.